Ярмарка с самого утра начала затягивать жителей республики, ведь именно на сельхозярмарке можно приобрести самый широкий ассортимент продуктов по доступным ценам. Нельзя сказать, что тот или иной продукт пользуется наибольшим спросом у покупателей, отсюда не уходят без полных сумок. Мне очень все понравилось, очень много продукции. Я определенно взяла продукцию предприятия «Молоко Ингушетии», и творог, и сыр, и молоко, и сметану. Все очень вкусно, цены ниже рыночных. Кроме того, очень много мясной продукции, колбас. Мне все понравилось, понемножечку я все взяла. Какая же ярмарка без мяса? Здесь и говядина, и баранина, и конина. Причем ассортимент, представленный производителями, довольно широкий, начиная от колбасных изделий, заканчивая копченостями. Самое главное для тех, кто его продает и покупает, все это исключительно ингушского производства. Представлена и молочная продукция с говорящим названием «Молоко Ингушетии». На ярмарку мы привезли продукцию, которую мы производим на нашем заводе. Это молоко, кефир, сметана и сыры. Сегодня очень много было покупателей, и очень всем понравилась продукция, и очень все хотят убрать продукцию нашу. Впрочем, каждому, как говорится, свое. Покупатели рады сниженным ценам. В условиях непростой экономической ситуации у них есть возможность запастись продуктами по оптовым расценкам. А продавцы довольны хорошей выручкой, ведь все, что дешевле обычного, привлекает больше покупателей. Настолько приятно, что вот эта вся продукция у нас вот, в Ингушетии, в России есть. Уже давно пора на свой продукт переходить, давно уже. Забыть о всех импортных яблоках, которые даже не пахнут. Вот здесь проходишь, аромат, и рыба просто шикарная. Ну, кладезь какой-то. Здорово, вот горжусь. Некоторые посетители ярмарки, хоть и не в первый раз в Ингушетии, но теряются перед вопросом, что купить. Выбор стоит перед продукцией, которая давно завоевала рынок, и относительно новой, которую попробовать они еще не успели. Достаточно много предложений и еще только на этапе сравнивания. Вот. Хотя знакомимся с теми, кто привез, с теми, кто продает, вот, что привезли. Вот, достаточно много названий, новых названий, как старых брендов, как древние великие очалуки, вот, и новых уже абанхи, которых раньше когда-то не было. Словом, здесь можно приобрести многое, а главный плюс – все рядом. Только успевай переходить от одной палатки к другой. Товары местного производства на этой ярмарке на любой вкус – овощи, фрукты, рыба и даже шоколад. Гендиректор компании «Шоколадница» никому свою продукцию представить не доверила. Плиточный шоколад у нас с фисташками, с фундуком, был еще с миндалем, его разобрали. Магася выпустила в честь нашей столицы, Ингушетии, Магаса. Это у нас подарочные наборы. Это можно на торт, можно в шоколадную коробку. Вот это все. Пряники ручной работы с росписью, медовые пряники. Продукт, уверяет Фатима, экологически чистый, никаких добавок, и шоколад она варит сама. Украшает прилавок легенда земли ингушской. На создание этого башенного комплекса у автора ушло 41 килограмм чистого шоколада. Трудилась над ней Фатима Галаева 2 недели. А вдохновил ее на создание шоколадного шедевра наш башенный комплекс Эрзи. Кроме местных жителей, ознакомился с продукцией и министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и глава Ингушетии Нузбек Евкуров. Нас сегодня посетил наш министр Александр Николаевич Ткачев. Остался, насколько я понял, доволен нашей ярмаркой, продукцией, выставленной на ярмарке. Здесь на ярмарке представлено более 30 наших товаропроизводителей. Это растениеводы, животноводы, это переработчики, это пчеловоды наши, это наши люди, которые производят воду. Продавцы в один голос заверяют, именно их продукция самая вкусная и полезная. И что важнее, есть из чего выбрать, и цена также радует. Ведь главное, чтобы покупатели остались довольны. Лейла Гайсанова, Адам Далаков, Новости 24.